Уважаемые коллеги, вот я, Иванов Анатолий Михайлович, вот я 2 года уже хожу на кружок, на наш кружок, и думаю, почему же раньше я не ходил на этот кружок, потому что пчелами у нас и дед, и прадед занимался, и отец, все пчелами занимались, насильно отец пчел не завез. И вот это все просто любитель, вот это так и да, это просто любитель. И думаю, вот занятие, завершается занятие, мы никак с вами не можем расстаться. Я просто-напросто удовлетворение испытываю огромное. Во-первых, я сразу скажу, что я уже вот 41 год отработал агрономом. Я заслуженно работаю в сельской республике. Вот 13 лет это я главный агроном этого Завьяловского, это управление сельского хозяйства. Сейчас уже последние годы у меня уже пенсионный возраст. И моя помощница сейчас главный агроном, но я в управлении сельского хозяйства. Значит, на территории нашего Завьяловского района, это территория где-то 102 тысячи гектар, вот, в 2001 году было 78 тысяч гектар посевов было. К великому сожалению, после этих таких негативных перемен у нас посевной площади осталось 45 тысяч гектар. Все остальное зарастает, вы это прекрасно знаете. Но у нас ни одного квадратного метра земли нет, бесхозных. Все они частники, они взяли, хапнули, скажем так, и ждут, когда их можно будет перевести земли сельских поселений, по 15 садок разделить и на этом навариться. Так его. Вот. Вот это негативная картина, но это благо пчеловодам получается, я об этом сейчас скажу. Во-первых, о Владимире Ивановиче я скажу, что это у нас очень уважаемый в республике человек, у нас есть сельскохозяйственный журнал «Агропром Удмуртии», в каждом втором номере его фотография, вернее, его, это, сына его, он продолжает его работу, помогает. Вот. И у нас очень много было серьезных семеноводческих хозяйств по многолетним травам. Сейчас их не стало, к великому сожалению. И вот когда в управлении это агрономы и не только с нашего района, с других районов, я очень часто бываю в других районах, районов 15, наверное, каждый год, это в других районах, я всегда адресую Владимира Ивановича, в общем, его телефоны даю, в общем, как его адрес, или Уралнисхоз посылаю, откуда мы в последнее время берем это семена многолетних трав. Очень многие злоупотребляют. Вот один, значит, когда я в Комыше работал, в Нечкино, надо было семена купить, вот, и взяли мы это 8 тонн семян, агроному, который мне продал, я говорю, ты скажи мне, серьезно, ты говоришь, вот в Удмуртии семена, вот скажи честно, чьи семена? Анатолий Михайлович говорит, я взял 200 килограмм семян, говорит, у этого Александрова Владимира Ивановича, все остальные Киргизии, говорит, это. Вот видишь, ты мне уже правду сказал. И действительно, все семена, которые мы выращивали по посеву первого года пользования, все они погибли, конечно. А Владимиру Ивановичу доверяют просто-напросто, и большое разнообразие. У нас есть, конечно, семеноводческое хозяйство, Леон, это Люкская сторона, вот, и там это получает и 72 тонны, 75 тонн семян они получали, сейчас за последнее время значительно меньше. Пчеловодов у нас даже по спискам станции где-то 177 человек, которые официально зарегистрированы. Вот. И я вот здесь на кружке вот встречаюсь с вами, все почти что держат семьи в Завьяловском районе. Очень многие, конечно, есть, конечно, и за пределами. Вот. И у большинства это пасеки я все знаю, потому что я постоянно, наверное, каждый квадратный метр почти в районе знаю, потом ваши пасеки знаю. Но конкретно чья фамилия пчеловода и так далее, я не знаю. У Николая Андриановича я это пасеку хорошо знаю, это где у него расположен. Но я не знал, что это Николай Андрианович, что это такой пчеловод, очень, это я не знаю, как слова не могу даже подвести. Вот, еще вам что скажу. У нас 450 тысяч гектар у нас кормовых культур, это в республике. И из них 80% все нам говорят, ученые говорят, что 80%, 85% должно быть бобовые травы. Это имеется в виду бобовые эклер, люцерна, донник, козлятник и так далее должны быть. Но, к великому сожалению, мы очень плохо заниматься семеноводством. Казалось бы, смотрите, какие это медоносные растения. Люцерна, клевер, козлятник, это донник, это. Смотрите, только основные, только 4 культуры я вам назвал. Вот. Хотя и выращиваются и другие, и фацелия, вот этого Владимира Ивановича.
есть и культура, допустим, медоноса. Казалось бы, это великое дело, что столько многолетних трав. Кроме этого, мы сеем и подсолнечник сеем, вот рапс сеем это из многолетних сеянных трав, тоже хорошие медоносы. Но великому горчицы очень много. Это одна из моих любимых культур. В хозяйствах я когда работал, допустим, это, и я очень любил это горох смесить с горчицей и хороший медонос. Но я сейчас вам хочу подсказать, вот казалось бы, это очень хорошо, но по жизни как получается. Мы в основном это все выращиваем, это для кормовых целей. Мы не ждем, вернее, вот нам ученые говорят, что надо дождаться до бутонизации, допустим, или до начала цветения, выкашивать, когда самое высокое содержание питательных веществ. Вот так нам рекомендуют. Но у нас, конечно, есть отдельные семеноводческие посевы, вот, которые должны опыляться пчелами, другими опылителями, так, да, а остальное мы должны вовремя выкашивать. Мы просто из-за своей халатности, из-за того, что не собрались, техники не хватает, мы это оставляем, и это является хорошими медоносами. Сразу скажу об отношениях пчеловодов и колхозных агрономов. Хотя и вроде это, в детстве не был председателем колхоза, вот я сам агроном, допустим, но тут даже это как-то непонимание. Агрономы колхозные, везде говорим, что да, опылители, пчелы, все это хорошо, допустим, а по жизни не получается по-другому. Агрономы нас, пчеловодов, не очень любят. Вот говорят, Надежда Анатольевич Михайлович, где бы поставить, куда пчел, допустим, так, да я говорю, вот, куда можно тебе пчел поставить? Михайлович, не надо. Одна головная боль этих пчеловодов, никого не надо, говорить. А хотя, конечно, это огромная это польза от пчеловодов. Дело в том, что очень много было судебных дел, в которых мне пришлось участвовать. Вот правда у нас это совхозная. Значит, там мы обрабатывали картошку и обрабатывали это против вредителей. А тут две пасеки, вот как раз дельтаплан, где разворачивается, так, да, ё-моё, вовремя попробуй, картошка примыкает прямо к этой деревне, это Караваево. И вот они вовремя не выключали, вернее, и через пасеки, вернее, яд попал. И 5 лет, наверное, почти что судебные дела были. И таких многих судебных дел пчеловоды, это народ такой активный, ушлый, они так просто своим трудом нажитое, они так просто не отдадут. И поэтому агрономы не очень хорошо, не очень, конечно, любят. Но то, что это очень важное дело, нужное дело, это я безусловно знаю. Вот в 1975 году, вот год был очень сухой, я главный агроном совхоза, и животноводам не хватает кормов. Поле большое, огромное, и директор говорит, дай, пожалуйста, это как его животноводам клевер свой, дай, пожалуйста. Я говорю, ну у меня это семенной участок, ну дай, пожалуйста. И я вот, ладно, хорошо, директор приказал, да, подчиняться. И я просто с самой середине взял это, как его, и отдал им, это прямоугольник, такое длинное поле, большой массив был. Поэтому, и вот они еще выкосили, это, скормили, директор говорит, Михайлович, ты что, тупой, что ли, говорит? Самые чистые участки, самые хорошие участки, говорит, взял, ты отдал на корм. Да ты что, ты же сказал семенной участок. Вот, я говорю, Александр Демьянович, вот смотрите, где-то Александр, другой был директор, в другом хозяйстве. И вот, говорит, самые это, как его, высокого качества обсемененные, это по краю поля. И мы с этого поля собрали 8 тонн чистых семян клевера. Это было в 1975 году. Вот еще раз пример того, что это очень высокая обсемененность, вернее, как и пчелы опыляет, безусловно. Я просто-напросто это вчера в интернете посмотрел это, и известному пчеловоду позвонил нашего района, который вот в этом году собрал 5 тонн, мне он собрал, вот, и с ним по многим опылителям посоветовался. Он говорит, то, что у нас это около меня, говорит, хозяйство получает высокие семена, это моя заслуга. Они, говорят, не благодарят меня. Еще раз, это в плане того, что у нас нет добрых отношений между пчеловодами, допустим, и базовыми сельхозпредприятиями. В этом году был год исключительный, был в том плане, то, что пчелы летали, опыляли хорошо и очень высокообсемененную. Владимир Иванович подтвердит, и в других хозяйствах собрали немало семян,
это многолетних трав собрали, потому что пчелы опылили. И в этом году даже вот министерство нас когда собирали, говорит, постарайтесь максимально семена взять и посеять. А кто вот это заслужил, вот это, кто-то нам это помог. Конечно же помогли вот пчеловоды. К великому сожалению, пчеловодов у нас очень много, допустим, так. Ну и даже из моих знакомых, огромное количество, которые больше 200 пчел держат, но на заседания наши, они не высвечиваются, и сюда, сюда на кружок я их приглашаю постоянно. Вот, я говорю, такие интересные люди, вот, и ты мог сколько бы раз сказать, но к великому сожалению, они сюда не приходят. Вот ношение это, вот свое только мнение, как и вот я любитель пчеловод, допустим, и как это агроном, сейчас вам скажу. Вот за последнее время мы стали сеять больше рапса. Рапс зимой, рапс яровой, потому что рапс на технические цели очень востребован. Даже вот в паниках это совсем вроде неказистый рапс был, год был суховатый немного. На 1 600 000 он продал это семян. А путь Ильича Завьяловского района, у них 150 гектаров зимой рапса было, а зимой рапс, вот мы, начальник управления здоровый, вот у него только голова торчит, меня почти что не видно, вот такой был рапс, вот зимой рапс был, и яровой рапс. Вот он говорит, что вот этот пчеловод, который это известная республика, но много надо собирать, вот вчера мне говорит, Анатолий Михайлович, надо сказать пчеловодам, чтобы, вернее, пчеловодам, что все-таки для нас важнее именно озимый рапс. Почему? Потому что вот на рапсе, говорит, на пчелином, на рапсе, говорит, плохо зимуют, так? А озимой рапс, говорит, это, мы говорит, это все равно его выкачаем так ведь, да? И выкачаем. И вот на зимовку уже он не попадает, говорит, как его. А так по питательности и так далее, но по качеству меда это очень даже неплохой. А как это рапс без этого, без пчел? И вот это очень многие, вот это вдоль объездной дороги, рапс очень высокий был, мощный, это плотный такой, очень многие там пчеловоды мед взяли. И за последнее время, конечно, сеем мы это и яровой рапс, очень большие территории, вот в Аворском районе, вот один из моих друзей, это Мичурина Аворского района, Владимир Иванович знает, подтвердит, что очень много они семян, они продают. Они огромные деньги делают. Вот смотрите, вот даже в этом году, вот рапс вроде он мелкосемянная это культура такая, да, так, урожай по зерну, например, у нас это от 18 до 22 центнеров это, семян взяли с 1 гектара. Мы зерновые не можем такие получить, допустим. И благодаря пчелам, вернее, вот высокообсемененности, вот, пожалуйста, а покупают то это, как у нас это, вот, даже КПФ продают. Вот по 20-25 рублей килограмм семян он продает. Это очень выгодно. Вообще семеноводство многолетних трав, вот, это очень выгодное дело. Владимир Иванович не стал бы зря заниматься вот этим направлением, если бы это было бы невыгодно. То, что касается гречихи вроде, вот и медосбор хороший, допустим, так и да, медосбор хороший, но мало сеем. Из-за того, что урожайность очень низкая, допустим, в этом году даже под жатку местами гречиха не попала, только несколько хозяйств республики сумели собрать эту гречиху. Хотя крупа очень востребована, но раньше нас жестко заставляли, вот в старые времена советские нас строго заставляли, и мы сеяли гречиху в строго определенной пропорции, допустим. Сейчас мы уже не сеем. То, что касается клеверов, допустим, клевера у нас есть это двуукосные, одноукосные, вот. Может, я неправильно скажу, но мне почему-то кажется, что клевера двуукосные, венчик чуть-чуть короче имеет, да. А более поздние спелые, допустим, такой, они венчик это одноукосные, вот, венчик чуть поглубже, чуть меньше берут. А то, что с клеверов берут, это однозначно, это как его, и вот вы сказали об этом, что с клеверов берут. Вот и сухой год, у люцерны, это венчик, он тоже немного короче. В этом году это венчик был короче и очень много, вот мои пчелы точно взяли. Я вам просто на прошлом занятии говорил, я вроде к зиме подготовил, все выкачал, так, да, и на абсос по 3-4 рамки поставил,
И когда стал ее заносить, это поднять не можем, вернее, все это даже на соцрамке они полностью были запечатаны. Потому что второй укос в этом году, второй укос дал еще, цвел, вернее, интенсивно у люцерны так и да, и был это урожай, это очень, это, я считаю, что и мы, многие еще со второго укоса семена это взяли, и еще и пчеловоды взяли это много очень меда вот со второго укоса люцерны. То, что касается этого, ну, горчицу мало к великому сожалению сеем это. И в отношении козлятника. Хорошо, давай. На козлятнике очень много пчел, допустим, так и вот, по литературе тоже, что это хороший медонос. Вот. Но я думаю, что, наверное, хороший медонос, но я точно не могу сказать, что, вернее, что вот с этих площадей берут столько-то много, мало меда. Вы именно очень многие опытные пчеловоды эти вопросы глубоко знаете, вы, наверное, подскажете. В 1972 году у нас в республику Петр Григорьевич Фурлаев завез культуру кормовую, очень хорошую, это как его, завез это как его, борщевик Сосновского. Это очень высокоурожайная культура. Он диссертацию кандидатскую сделал на этой культуре. И были первые посевы. В 1977 году мы посеяли 2 гектара этого козлятника, борщевика Сосновского, убирали в смысле это комбайнами закладывали. Это очень хорошая щелосная именно культура. В высоком содержании сахаров, допустим, этого. И как медонос неплохой. Но дело в том, что кусачая трава опасна просто-напросто трава. И вот она вообще терпеть не может, это как ее. Я думал, затеняет это вообще-то борщевик, это все то, что там внизу. Свету не дает проходить. Мне кажется, вот выделение, то, что семена падают, вот эти фитонциды, то, что выделяется, это масла, это так и да, они не дают прорасти просто растениям. Вот почему, а не то, что листьями это закрывают. Вот я все смотрел, вот раз я пчел держу, я смотрю, есть ли там пчелы, вернее, на борщевике, берут ли борщевика, потому что пчелога заполнила эта культура. Вот вроде некоторые годы очень много пчел бывает, а некоторые годы вообще, видимо, другие медоносы есть, и борщевика не берут. Вот поэтому вот это, теперь это я вам уже говорю, что в основном мы культуры держим на зеленый корм, на семенные участки мы только отдельно оставляем. Но тем не менее, вот есть огромные площади. Вот на одном из занятий, например, это у нас с вами после занятия один пчеловод говорит, что вы мудрите? Вот, говорит, это как его, за пальниками там граница Завьяловской района и Пальников, там огромный массив, бывший совхоз Удмуртский. Я, говорю, там пчел держу, фляга меду минимум, говорит, это обеспечено. И вот таких полей 300 тысяч в Удмуртской республике, которые это именно разные травы мы с вами берем. В 80-е годы мы очень интенсивно обрабатывали посевы химикатами, очень много. Вот. И 70-е годы еще начали, вот 80-е годы интенсивно. И даже пчелы наши слабли, потому что мы агрономы опрыскиваем даже посевы такие. Да, мы же пчеловодов не предупреждаем, у нас связи-то нету близких, таких теплых отношений-то нет. А надо бы предупредить, что Петр Иванович, мы завтра будем опрыскивать, прикройте на время вы пчел. Мы это не делаем, очень многие, вы даже сами, может, не знаете, что почему у вас пчелы слабее. Вот мы это вина наша, что мы ядоками обработали. Поэтому, а так это, то, что касается колхозных пасек, мы их почти что кончили. В Завьяловском районе осталось это у нас две колхозные пасеки, двух хозяйств осталось. Вот. А вот Нечкино у нас 2 пасеки было, это главный агроном, я работал. Это одна пасека была в Юрике, другая перед Нечкино на правой стороне. Но мы там всегда, я старался, например, семенники оставлять. Семенники почему? Потому что вот, и женщина там, это пчеловод, говорит, Антон Михайлович, оставьте, пожалуйста. Так я говорю, так и планировал я. И вот и они каждый год брали. Ну и еще-таки для медосбора, Владимир Иванович говорил, сколько там на люцерне, сколько там ульев надо ставить для того, чтобы и опыление было, и чтобы мед собрали. Вот.
Вот. Один говорит, что я, говорит, нынче с медом буду. А что, говорит, я посеял, говорит. И много ли ты посеял? Я говорю, ну где-то 6 квадратных метров, говорит, я посеял. Посеял, он уже считает, что уже мед он соберет. Конечно, нужны гектары, нужно много пчел семей, нужны, конечно, и гектары. Вот я вам сейчас больше ваше внимание за это занимать не буду. Я вот именно эту проблему только вам сказал, вернее, что именно взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий и пчеловодов, допустим, вот такие отношения. Они в институте говорили нам, что это очень полезно, нужно дело. Занятий по пчеловодству у нас ни одно занятие не было, таких вот это все, очень многие любители просто. Агрономы вот такое образование получили они. Если пчелами сам не занимается, нет таких теплых отношений к пчеловодам. Хотя, конечно, вот я здесь все время об этом говорю, что мы это семян не получим, и привожу годы, когда у нас очень высокая обсемененность была только потому, что у нас именно год был удачный для пчеловодов. Вот, наверное, я вам свое мнение высказал.